Основная цель проведения международной выставки-ярмарки «Сокровища Севера. Мастера и художники» – это сохранение и развитие уникальной культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Ежегодно в выставке участвуют регионы России, общины и общественные объединения коренных малочисленных народов, этнокультурные центры, художники, мастера декоративно-прикладного искусства, промышленные компании, туроператоры и турагентства, представляющие туры экологического и этнографического туризма. В этом году темой международной выставки-ярмарки стало 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Она прошла под девизом «Никто не забыт и ничто не забыто», поэтому значительная часть работ отражала тематику вклада представителей народов Севера в приближение Великой Победы. Всего в этом году в выставке приняли участие около 700 мастеров из 21 региона, которые продемонстрировали современные вариации использования богатого культурного наследия коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В делегации участников входили не только мастера народного творчества, но и музыкальные коллективы, тоже участвовавшие в конкурсах. На выставке состоялись фестиваль культур «Кочевье Севера» и фестиваль этнического костюма «Полярный стиль», презентации и мастер-классы. Очень приятно, что сегодняшний наш юбилей, он проходит в те дни, когда действительно в стране у нас идут тоже юбилейные мероприятия. Это в первую очередь 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Очень важное событие, которое сегодня в нашей тематической экспозиции оно отражается. Мы чтим, помним и любим тех наших героев, которые погибли, которые живут среди нас, которые сделали нам эту победу, которые создали для нас эту счастливую жизнь. Сегодня идет специальная военная операция. Там тоже много представителей наших коренных народов, которые буквально несколько дней назад мы видели на 35-летие ассоциации в Народном центре, в Национальном центре России. Это тоже очень важное, то, что наши представители коренных малочисленных народов участвуют во всех событиях, которые проходят у нас в стране. Это наша одна большая семья, дружная, веселая, хорошая, которая любит свою культуру, которая любит друг друга, которая с таким народом, как мы, как наша семья, мы победим все, достигнем самых высоких вершин. Работа выставки совпала также с юбилейным 10-м съездом Общероссийской общественной организации Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. На съезде был избран новый президент ассоциации Александр Навьюхов, сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа. 20 лет коренные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока встречались на площадках нашего фестиваля. Смотря в зал, мы видим, какая эстафетная палочка была передана сегодня нашим молодым ребятам, нашим детям. А прошло 20 лет. Сегодня это один из важнейших медийных мероприятий, которые объединяют коренные народы. Сегодня мы видим на одной площадке всю красоту, мощь, уверенность и, самое главное, те знания и традиции, которые несут коренные народы. И с огромным удовольствием сегодня удалось увидеть те кадры, которые запечатлели 20-летнюю давность. Те процессы, которые были задуманы нашими учителями, нашими наставниками, сегодня реализуются здесь, на площадке ВДНХ.
И очень важно, что мы сегодня осознаем всю силу, всю мощь, всю красоту и богатство нашего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Уважаемые друзья, уверен, что мы сделаем очень много хороших проектов. Мы объединены для добрых и по-настоящему хороших дел. Добрый путь. Все у нас получится. Спасибо. Самая большая делегация, 102 участника, прибыла на выставку из нашей республики. Кроме 23 мастеров художественных промыслов, приехали 7 фольклорных ансамблей, этноисполнителей и представители этнических ассоциаций коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия. Именно на выставку у нас заявлено 102 участника. Из них это 70 человек, участники фестиваля «Кочевья». Это творческие народные коллективы. А также наши народные мастера, делегаты, косторезы, участники деловой программы. Благодарим за финансирование акционерную компанию «Алроса», наше Министерство по развитию Арктики, Министерство по внешним связям и делам народов и Ассоциацию коренных народов Севера Республики Саха-Якутия и Райпон, которые помогли финансово, поддержали участие наших представителей на этой выставке. Большая выставка, 40 народов Севера Сибири и Дальнего Востока принимают участие здесь, 28 регионов Российской Федерации. И наша Республика Саха-Якутия в этом году широко, достойно будет представлена. Мы надеемся завоевать призовые места по многим номинациям. Здесь будут и полярный стиль, и косторезное искусство, и национальные костюмы, мужские, женские, детские, и фестивальные номера. Будем болеть за наших, потому что вот то богатство, которое есть у наших народов, мы вот раз в год собираемся на российском уровне, это международная выставка. В экспозиции Якутии на 4 площадках были представлены работы 61 мастера. В итоге экспозиция Якутии признана лучшей, завоевав первое место, а всего якутские участники выставки конкурсов получили более 20 наград. Работы очень разные, по всем разным номинациям мы везде участвуем. Это и национальный костюм, кожа, мех, текстиль, это и изделия из меха, вышивка разная, бисером, подшейным волосом, меховая вышивка и так далее. В общем, косторезные у нас нынче очень хорошо участвуют. Есть куклы национальные, традиционные. И в этом году участвуют студенты и преподаватели Якутского художественного училища, которые показывают украшения из металла и кости и утвари из бересты. В этом году по итогам мира Арктики выбрали 8 мастеров. Из них приехали, получается, представители и сами мастера, 7 человек. И также мы выбрали Венкийку, мастерицу из Янгры, Дмитриеву Альбину Николаевну по итогам республиканской выставки «Якутия мастеровая». Наши 7 мастерицы все умеют делать. Очень уникальный мастер-класс – это изготовление сухожильных нитей. Сейчас этого многие не знают, не умеют, поэтому люди, которые приходят к нам специально даже заранее, прямо в первый день приходят и говорят, когда у вас мастер-класс, и вот мы им объявляем, и они приходят и учатся. Это очень радует, вот эта вот обратная связь, вот этот интерактив, это очень хорошо идет. В эти несколько дней 57-й павильон главного выставочного центра России ВДНХ посетило более 1000 жителей и гостей столицы. Экспозиционные стенды участников радовали обилием и яркостью красок. Звучали бубны, зазывая гостей и предлагая окунуться в волшебный мир народов Севера. Каждый желающий мог купить оригинальную вещь или сувенир, послушать песни и полюбоваться грацией северных танцоров. Праздничная атмосфера царила и на улице, где раскинулись кочевые жилища.
Шла бойкая торговля деликатесами, рыбой и мясом. Изобилие товара радует посетителей. В наличии было даже копченое мясо бобра. А на сцене шли внеконкурсные выступления артистов художественной самодеятельности. Каждый исполнитель в полной мере старался представить культуру своего народа. В контексте юбилейных событий особое внимание уделяется взаимному обогащению культур, сохранению единого культурного пространства, укреплению межэтнических и межнациональных связей, а также формированию у молодого поколения чувства единства на основе общих национальных традиций и эстетических ценностей, что способствует сохранению и развитию культурного разнообразия народов страны. Я очень рад, что выставка теперь уже вне сомнений, вне всяких разных влияний, финансовых, экономических, политических и так далее, она стала календарным событием, обычным рядовым событием в нашей жизни. И оно действительно завоевало уже свою определенную нишу. Это определенная площадка, на которой встречаются коренные малочисленные народы Севера Сибири и Дальнего Востока. И это площадка, где мы обсуждаем в основном вопросы, связанные с культурой, сохранением нашей национальной одежды, с деятельностью мастериц и дальнейшим развитием наших декоративно-прикладного искусства и наших промыслов. Я рад, что это становится с каждым годом все более, во-первых, основательным. Я не могу сказать, что масштаб увеличится, потому что количество регионов все то же самое, конечно. Но качество работ. Я помню, как первые выставки проходили. Было очень много новоделов, или вот были костюмы, как у меня, сценического типа. А сейчас, когда мы видим участников на выставке, мы видим натуральные, восстановленные костюмы, сшитые по всем правилам и нормам. И это радует, что благодаря вот этой большой выставке это является такой всероссийской площадкой, на которой действительно мы можем видеть, как возрождается
традиционное искусство наших народов. С другой стороны, я рад тому, что данная площадка становится в том числе и площадкой, где мы проводим передачу этих знаний. Во-первых, вы здесь вот уже среди участников видите и молодежь, то есть идет представление нашей культуры. И эта молодежь даже есть среди мастериц уже, которые... И при этом здесь проводится огромное количество мастер-классов. То есть эти молодые мастера и так далее, приезжая сюда, уже могут в том числе получать это знание. Вы знаете, у нас уже есть села, у нас есть даже районы, где уже оленеводство, например, потеряно. То есть потеряна та база, из которой шилась наша одежда. Но люди-то знают, что их традиционная одежда в основном из оленьей шкуры, что она вот сшита, что вот эти культуры. И вот это вот знания они могут получать. Конечно, в первую очередь должны получать, например, наши в Якутске там, или в том же районе и так далее должны получать. Но здесь есть еще более широкое такое поле, где мы можем это демонстрировать. Второе, это определенная площадка обмена опытом. Вот здесь мы наблюдаем, мы можем иногда для себя сказать, ага, вот у нас где-то вот здесь еще недочеты, где мы еще хотим развивать, где мы еще хотим чего-то достигать. И это очень хорошее. И в то же время наши деятели тоже являются теми, на которых равняются. И этим образом общий уровень сохранности традиционной культуры, он растет. И это тоже отрадно. Третий момент. Эта площадка становится не просто вот площадкой только лишь демонстрации какой-то опыта и культуры. Но я уже сказал, что здесь проходит очень большая деловая программа, обмен, дискуссионные клубы идут, разные поднимаются темы. То есть это не только декоративно-прикладное искусство, это не только танцевальное или песенное искусство народов Севера, но это буквально все, в том числе касающееся нашей вообще жизнедеятельности. В первую очередь оленеводство, охоты, рыболовство, на котором мы тоже это все обсуждаем. И это очень важно. И я думаю, что именно в этом направлении будущее данной выставки, потому что наше искусство, наша одежда неотделима от наших традиционных промыслов. У нас на выставке дети вырастают, их привозили еще совсем малютками, а они уже взрослые девушки ходят. К опытным мастерам, художникам и артистам присоединяются молодые люди. Это наша смена, это наше настоящее и, конечно же, наше будущее. Вместе мы сохраним нашу культуру, сохраним наши народы. С большой радостью мы встретились с девочками из Авенкийского танцевального ансамбля «Геркелен». Для них это первая поездка на такое масштабное мероприятие. Мы приехали на эту выставку с танцем «Джелер» и «Хеджи». Также у нас есть выставка, представляет Еремеева, Куличкина Еремеевна, нашу выставку народных мастериц. Девочки станцевали 2 танца. На этом у нас программа заканчивается. Мы шили костюмы специально. Приехали в количестве 10 человек, средняя группа. Я представительница молодежной группы, приехала как сопровождающая. У нас очень дружный ансамбль. Дети очень рады находиться в Москве. На этом фестивале мы впервые, именно средняя группа. Вот, и у нас очень много эмоций, впечатлений, мы очень рады здесь находиться. Воспитание патриотизма и гордости за историческое прошлое, сохранение и развитие этнокультурного наследия коренных народов региона, а также содействие продвижению продукции традиционных отраслей хозяйства на внутреннем и внешнем рынках – это основные задачи выставки. Отрадно, что впервые в ней приняли участие представители арктических русских старожилов, чем, несомненно, украсили и обогатили нашу экспозицию. Наша землячка привезла свою коллекцию кукол, тканые аксессуары, панно, которые очень пользовались спросом у людей. Люди прям подходили, интересовались, кто такие русские старожилы, и откуда вот такое ремесло, да? И скажем так, что мы простояли всего 1 день, и наша коллекция очень пользовалась спросом, они много чего продали, да. А второе направление было, это ее муж Владимир, он ложки. Игрушки детские там были, очень хорошие, да? Но это же здорово, что вот наши люди, да, показали первый раз на выставке такое вот свое мастерство. Мы благодарим нашу ассоциацию, что нам это было возможно.
Экспозиционный стенд Республики Саха-Якутия с утра до вечера принимает гостей. Параллельно работает строгое жюри. Обряд открытия экспозиции проводит Антуанетта Егоровна Абрамова, руководитель этнофольклорного ансамбля «Долгунча». С большим удовольствием гости завязывают цветные лоскутки долбурге, загадывают желания и пробуют лакомые кусочки. Татьяна Васильевна Сивцева, председатель Совета старейшин ассоциации, все эти годы принимает активное участие в конкурсах национальной кухни и жилища. И каждый год ассортимент блюд меняется и становится богаче и интереснее. Природные богатства Республики Саха-Якутия – это наши травы, это наши ягоды, это наша рыба, это как мы должны показать, как мы сохраняем по сегодняшний день нашу продукцию. Вот, например, если мы возьмем вот эту рыбу юкола, то обратите, это сделанное из чира. Так красиво. Его можно сохранить. Вот, а это оно сделано в 3 разных методах. Это у нас юкола. И это все у нас взаимосвязано с нашими травами. Обратите внимание, везде, всюду у нас это ягель, это лиственница, это наш багульник. И обратите внимание, конечно, наш сланник. Это с прошлого года мы так сохранили, знаем, что это витамины. И его можно и настой делать, его можно, как говорят, для детей и для бронха. Вот, обратите внимание, как хорошо мы сохранили наши листья лиственницы. Мы уже ранней весной мы начинаем его сушить, и вот эти травы, которые мы приносим, действительно хорошо. Вот взял пучок, ребенок или мы сами, вот тебе антисептик. Таким же образом, пожалуйста, сосна. И особо обратите внимание, мы в этом году больше сушеного. Вот, у нас же оленина. Я хочу вам показать, как мы хорошо, красиво сохраняем наше мясо оленины. Вот, пожалуйста, просушили, повесили. Вот это все, каждый ребенок, охотник, рыбак, просушили маленький мешочек, и он с собой берет. Таким же образом он берет нашу юколу с собой. Вот в этом году мы побольше сделали, чтобы как нашим мужчинам, охотникам, рыбакам правильно заготовить вот сушеное мясо, сушеную рыбу и, конечно, как правильно сушить наши травы. Вот это самое, я думаю, одно из самых главных, нужных для нас. В следующей передаче мы покажем выставочные работы наших мастеров, которые по праву можно назвать настоящими шедеврами, и которые заслужили призовые места и признание гостей и участников международной выставки «Сокровища Севера. Мастера и художники».